Кыргызстане производится жестокий отстрел бродячих животных. Тазалык и другие частные компании занимаются так называемой очисткой города от бродячих собак. За последние 3 года было убито 35 тысяч собак. Вопрос в том, действительно ли отстрелы эффективны. Учитывая то, что проблема остро стоит с 2010 года, она что-то все еще не решается, несмотря на массовые жестокие убийства. Или в этой проблеме есть и другие факторы, которые нужно учитывать. Ну, деньги, например. 2015 года вместо окладов тазалыки платят за каждую тушу, то есть у сотрудников появляется материальная заинтересованность. Возможно, именно из-за этого бывают случаи, когда убивают даже собак с ошейниками или кураторских собак. А еще, если вы не знали, то на отстрелы проводятся государственные тендеры. Об этом ссылка на статью в описании. То есть мы должны понимать, что в этом деле крутится много денег. За раз, выиграв тендер от государства, можно получить около 200 тысяч сомов, как это, например, сделал Гайраджон Закиров, теперь уже экс-депутат Айыльного кенеша Кадамджайского района. Или, например, Тазалык указывает, что за 2020 год они потратили почти 3 миллиона сомов на отстрел 10 915 бродячих животных. Отстрел является более дешевым и легким путем, поэтому у власти нет мотивации решать проблему другими способами. Вместо них это делают неравнодушные граждане. Отстрелы не помогают сократить численность бездомных животных, потому что, убив сегодня одну собаку, большое количество собак принесут щенков. И количество будет, наоборот, увеличиваться, так как собаки не лишатся возможности размножаться. Альтернативы конкретно в нашей стране – это прежде всего та же стерилизация, кастрация животных, чтобы они не размножались. Но так как у нас нет приютов, где можно этих животных держать, нам нужно прежде всего изменить законы, чтобы этих стерилизованных животных завтра не убили. Но здесь, конечно, мы сталкиваемся с тем, что стерилизация и кастрация выходят дороже, чем отстрелы, так как на стерилизацию и кастрацию уходит от 800 и выше, вплоть до 3000, в зависимости от размера животного, тогда как на отстрелы тратят 270 в среднем на одну собаку, чтобы убить. Вот еще хочу сказать прежде всего, что нужна обязательная регистрация, чипирование хозяйских собак. Почему? Потому что мы видим ситуацию самовыгула, то есть человек заводит собаку, выпускает ее гулять, и она как бы считается, вроде у нее есть хозяин, но в то же время она гуляет свободно, ну и там может как бы попасть под отстрел, опять-таки. Человеку она надоест, он ее выбрасывает, заводит новую, то есть бездомные собаки не появляются с неба, они появляются из-за таких безответственных владельцев. Если будет обязательная регистрация, также принудительная как бы стерилизация именно хозяйских собак, то есть так же, как и обязательно, например, вакцина от того же бешенства. Если ты завел собаку, ты должен ее стерилизовать. Взглянем на то, как эту проблему решают другие страны, например, Турция и Грузия. В Стамбуле проживают от 400 тысяч до 600 тысяч бродячих собак и кошек. Местные самоуправления заботятся о них, предоставляя приют, регулярное питание, стерилизацию и медицинские осмотры. Но не только власти за ними ухаживают, местные жители тоже очень любят животных. В Грузии похожая ситуация. Хотя они все еще решают эту проблему, они уже определили, что будут это делать гуманным путем. На самом деле, такое потихоньку можно делать и в Кыргызстане, если проявить доброту и приложить усилия. Так, например, защитники из Карабалты добились отмены отстрела. Когда отстрел начался, да, вот предупредили, что отстрел, вот здесь, вот видите же, да, район это рынка. Здесь столько стало домашних животных. Просто приезжают, вот так вот выкидывают, и все. Кому не нужна собачка, они приехали сюда, в центре города будет отстрел, пускай отстреливают. Понимаете, жестокость насколько? Это должны мы контролировать людей, чтобы ты завел животное, будь любезен, за ним ухаживай. Стерилизуй, если тебе не нужны кутята. Кастрируй, если ты не хочешь, чтобы он гулял. Правильно? Это не так дорого за всю ихнюю жизнь, за 18 лет потратить 1000 сомов, да? Когда первый раз пошли в мэрию, то пошли все довольно-таки агрессивно настроенные, конфликтная ситуация.
и тому подобное. Но поговорив, поняли, что надо искать спокойный компромисс. Мы объяснили, что мы на самом деле мы будем помогать, мы будем что-то делать. Мы не просто так попросили, да? Нам предоставили список в 113 человек того, что написали, пожалуйста, там отстрел заказываем. Говорит, ну дайте список того, что вы против отстрела. Хорошо, мы начали поднимать списки. Мы не просто писали росписи, да? Мы писали, люди не стеснялись, не боялись отдавать телефоны, полностью, фамилию, имя, отчество. Где-то около 5-6 тысяч мы только по Карабалте собрали. Добровольцы, девушки у нас стояли вот тут вот, ходили по району рынка с оформленными уже бланками. Люди давали также не просто роспись, а фамилия, имя и номер телефона. Потом мы писали петицию мэрии в ветеринарную службу, в акимиат, просили, доводили доводы, что вот давайте информационно проводить, чтобы люди знали, как обращаться с животными. Да, вот детки учились в школе, давайте введем вот это вот все. Почему? В статье, в постановлении, в 7 статье, да, 107 статье, там уже написано, что информационное обеспечение и обучение где-то на телеканалах, либо в интернете доступ, да, должен быть, как обращаться с животными. Это идет уже в законодательстве. Почему сейчас это считают, что не вступило в силу, хотя написано, что после того, как вышло постановление в общий эфир, в общее пользование, через полгода оно входит в свою силу. Соответственно, уже 1,5 года это действует. Сейчас говорят о том, что будут вторую часть писать. Будем ждать, почитаем, что там написано. Но там уже говорится о том, что жестокое обращение, это все законно. И можно как-то все-таки наказывать людей за то, как они обращаются со своими животными. Сейчас в данной ситуации для бездомных ничего не делается. Слава Богу, их не убивают. Вот это уже хорошо. Да, еще просто-напросто у нас люди дошло до того, что этих ловцов, да, вот как называют, да, охотников, просто-напросто сказали, что будут расправа. Если будут приезжать, то будет физическая расправа. 10 февраля 2021 года мы запланировали митинг людей, неравнодушных к бездомным собакам, вообще к животным, против отстрелов. Предварительно было проведено совещание в мэрии с участием вице-мэров по ЖКХ и соцотдела. Они заверили нас в том, что будет введен мораторий. Мы пришли к такой договоренности, что будет введен мораторий на отстрел собак. Нам был дан месяц на то, чтобы организовать пункт временного содержания, где собак могли бы содержать 3 дня для всех потеряшек и 10 дней для собак, нанесших покусы. Такие вот правила у нас на сегодняшний день существуют о содержании домашних животных, но они вот нарушаются, и отстрелы ведутся как попало, в дневное время, в любое время, на глазах у детей все это происходит. Сказали, что будет мораторий, моратория фактически не было. Уже через неделю стали поступать сообщения о том, что вот там отстрелили, здесь отстрелили, слышны были выстрелы там, здесь. То есть фактически моратория не было. Потом позже на обсуждение мы снова приходили в мэрию, не помню о чем, мы говорили с вице-мэром по ЖКХ. Мы ему задали вопрос, почему не было моратория, ровно через неделю вы отменили мораторий. На что он ответил, ну вот были у нас заявки на отстрел, пришлось, а что сделать, вот люди вот так вот относятся. Проблема в том, что люди, не зная, что есть другие альтернативные способы, просят отстрел. И этим самым развязывают руки нашей мэрии, которая не хочет решать проблему в корне, а замазывает только симптом существующей болезни. Это на самом деле это болезнь социума, то, что для людей считается нормой, что собаку убивают, ну и ладно, главное, что не кусается. Мораторий нам нужен был для того, чтобы привлечь спонсорскую помощь зарубежных доноров,
и открыть пункт временного содержания. Такая помощь подоспела немножечко с небольшим опозданием. Вот фонд Бриджит Бардо, они даже писали нашему президенту, но наш президент почему-то проигнорировал это сообщение. Ну и как бы все так скомканно получилось. По идее, мы должны были открывать вот мини-приют, куда могли бы свозить собачек для того, чтобы там их временно содержать до пристройства или усыпления, получается. На сегодняшний день мы понимаем необходимость введения законодательных рамок для владельцев животных, чтобы мы точно знали, где нам гулять, что нам делать, что нам запрещено, что нам можно, и чтобы это все соблюдалось. И чтобы мы могли что-то требовать с нашего государства. Да? Вот мы, допустим, готовы платить налоги. Ну вот лично я, как ответственный владелец животного, я готова платить налоги, но для того, чтобы у меня были там выгульные площадки, чтобы у меня было там какое-то ветеринарное обслуживание нормальное, да? Попытайтесь отнестись к животным хотя бы с пониманием. Они не хотят вас обижать специально, они защищаются, они выживают как могут. Пожалуйста, не вызывайте отстрелы. Это все. Отстрелы не работают. На протяжении 11 лет огромные суммы тратятся на отстрел тысяч животных, но проблема все еще не решается. Быть может, нам стоит выбрать другой, более гуманный способ. Начните с себя, окажите хотя бы своему питомцу должный уход. И если захотите, то можете помочь инициативам. С вами была Айдай, и вы смотрели Баштан Башта.